Какие якуты? Там якуты. Глядя на меня встали сюда. Бульдозер мимо едет. Вниз там поставить, наверное, и тоже спать. Ему же спать-то надо. Не буду я сегодня ничего готовить. Съем банку фасоли. Проехала сегодня где-то в районе 700 километров опять. Ну, около этого. Честно говоря, устал. Сегодня дорога была трудная, потому что эти одни перевалы. Что-то в спуске, подъемы, повороты. Постоянно концентрация внимания. Поэтому ужинать я особо не стал. Съел вот консервы, банку фасоли консервированной. Ну чё, тут прохладненько. Посмотрим, как ночью будет. Если что, буду в костюме, наверное, спать. Спальник. Ну, ветер оттуда. С севера, вот оттуда. Так что если дуть будет, то отсюда. Ну, дуть-то вряд ли будет. Просто будет прохладно и все. Аварийку, наверное, оставлю на всю ночь, потому что все-таки перевал. Хотя я думаю, что машины сейчас перестанут ездить с такой интенсивностью. Тут ни связи, ни интернета, естественно, нет. Всем привет! Сегодня очередное утро, 16 августа. Я сейчас нахожусь в перевале Тит. 5:30 утра. Солнце еще не взошло, но рассвет. Такой красивый сзади меня. Высота, по-моему, 1500 метров, что ли, или 1300. Точно не знаю, напишу потом. Пока машин нет, вот сейчас все видно, пыли нет. Это снегозащитные сооружения, чтобы его не заносило зимой. Тут же зима в основном. Как я позже узнал, Тит в переводе с финикийского означает «одинокая лиственница». А самая высокая гора, наверное, вот эта на перевале, разделяющая Нерюнгринский и Алданский районы, называется Эвота. И хребет это все-таки не становой, а западные Янги Алданского Нагорья. А становой хребет я проехал в самом начале Якутии. Мягко говоря, свежий ветерочек. Поэтому я решил, сразу сажусь за руль, еду куда-нибудь вниз, туда. Развеюсь. Завтракать и кофе пить пока не буду, потом попозже. Спустился я с перевала. Поднялся даже, наверное, в следующий перевал. Небольшой. Тут стоянка. Машину я поставил на яму. На эстакаду, вернее. Потому что посмотреть... Я там в одном из перевалов наехал на гребень от грейдера. И что-то у меня там др-др-др-др-др-др-др. То есть, в общем, камни под днищу постучали. Сейчас хочу посмотреть, все ли нормально. Все хорошо у нас. С виду повреждений никаких нет. Но больше постараюсь так не делать. Потому что клиренс хоть и нормальный, но он все-таки не как у грузовика и не как у полноценного внедорожника. Ну и защиту тоже надо поставить. Но защита мне придет только на Байкал.
После станового хребта, который я перевалил, изменился ландшафт, изменилась, в общем-то, растительность. Растительность не изменилась, но, скажем, стала она гораздо реже. И вот появились такие болота, открытые пространства. В общем, уже такая тундровая тема. Когда едешь один на трассе в раннее время, то ли в раннее время, то ли просто народа здесь меньше стало. Чем севернее, тем меньше. Вот разгоняешься и не чувствуешь, что ты набрал уже 110, 115. А для этой машины 120 даже, вот 120, я смотрю на спину, 120. Я боюсь ехать на ней столько, потому что она козлит. То есть она прыгает на кочках, которые здесь, в общем-то, есть. Она прыгает вся. То есть ты теряешь управление. Поэтому вот больше 100 я на этой машине не хочу ехать. Во-первых. Во-вторых, по домой не хочу ехать, что экономичный режим где-то здесь 90-100. Дальше идет повышенный расход бензина. Обе карты памяти, которые идут на экшн-камеру, у меня забились. Вернее, там много того, что можно удалить. Но удалять, опять же, вот сегодня я весь день буду ехать. Хорошо, если я на паром попаду к концу дня, а то, может быть, около парома придется ночевать еще. Ну вот, в ночевке, вот вчера, допустим, я не заставил себя, не смог. Потому что все-таки устал чистить карту памяти. Поэтому снимать сейчас вот фронтальную запись я не могу. Могу вот телефон сейчас просто развернуть и снимать вот те виды, которые открываются. А потрясающие виды открываются. Поэтому буду чистить карту памяти при первой возможности, наверное, и при первом желании. А еще лучше в Якутске посмотрю, наверное, еще одну карту памяти куплю, скорее всего. Потому что ехать еще далеко, впечатлений будет масса. Все-таки я не развернул, а вернее на фронтальную камеру переделал. Качество будет чуть похуже, но вот такие виды. И, наверное, через те горы мне тоже придется перепрыгивать. Но я думаю, дорога будет хорошая уже. О, тут дождичек намочил. Ну, виды, конечно, потрясающие. Как я рад, что я сюда поехал, а? Где-то такое еще увидишь воочию. Вот эту нетронутую тундру. Девственную природу, действительно, с большой буквы девственную. Вот эти кочки, вот они. Вот на них машина подпрыгивает, особенно если еще уходит в поворот дорога, то машина может потерять управление на большой скорости. Именно эта машина. Здесь предел 140 стоит на спидометре. Вот экономика Якутии, она же в основном живет за счет добычи алмазов и золота. То есть где-то здесь просто какие-то разрезы есть или копи, где добывают именно эти полезные ископаемые. Все остальное идет факультативом уже. А здесь лес опять более-менее густой, хвойный преимущественно. Но тоже низкорослый. Хотя не низкорослый, нормальный. Так что тут переменчивая растительность. Специально остановился, чтобы заснять открывающиеся виды. А здесь за елками тоже такая серьезная гора.
Сейчас чуть пройду сюда. Ну тут потеплее, чем в перевале было. По крайней мере, ветра нет. И воздух такой ни с чем не сравнимый. То ее отсюда, наверное, не видно все-таки за елками. Вот такая хорошая гора. Она как-то, конечно, называется, но сейчас я не могу посмотреть как. Потом, если вдруг, если у меня получится, я название напишу. Она, может быть, оттуда будет видна, вот откуда-то. Вот отсюда вид открывается на эту сопку. Вот какие-то горы безымянные, но тоже достаточно высокие. Сейчас я покажу вам гору с именем уже, то есть называется Белая гора. Высота, правда, там не написана, но потом я уточню, какая там высота. Сейчас пока просто интернета нет, связи тоже нет. Вон она, Белая гора, виднеется. А вдалеке виднеется гора Голец Зверева. Вот здесь более-менее открытое пространство. Линии ЛЭП, ну что же, это наша цивилизация. Вот те горы безымянные, про которые я говорил. А вот гора Белая, по-моему. Или я ее уже проехал? Да нет, вот она есть. Просто тут поворот, скажем. А трасса идет вот туда далеко. То есть она сейчас изгибаться будет. И вот в это ущелье. Поверх этого ущелья. Остановился посмотреть, как живут в сердце Якутии. Самих жителей я не вижу, якуты это или нет, я не знаю. Может, русские. Вот такие домики у них. Может, конечно, это не домики, может, это бани. Может, это летние домики. На зиму куда-нибудь
в городки уезжают. Там какой-то разрез, может быть, золото добывают. Населенный пункт называется Арачон-2. Ну, типичное якутское наречие, наверное. Опять же, типичное и нетипичное я не знаю. Но это же Якутия, поэтому, наверное, якутское. Тут осины, что ли, такие. Не такие, как у нас осины-то. Это не осины. Нет, не осины, наверное. Вот домик. Вот избушка под елочкой. Ну, вроде дымом пахнет. Значит, есть живые люди. Температура вот сейчас повышается. Я думаю, что разогреет днем. Так что здесь не так уж и холодно. Это в перевале было холодно. А вот здесь на равнине лето, ну, комфортное, надо сказать. И нет, самое главное, нет ни комаров, ни мошек. Как обычно говорят, ой, там мошкара тучами. Я вот ни одной мошки не увидел еще. Комарик меня один раз укусил, да. Так что нормально здесь все. С насекомыми проблем никаких. Мне кажется, здесь клещей тоже нет. Такое ощущение, что они вымерзают. Какой-то населенный... Алдан уже, надо же, я до него доехал. Надо на заправку. Так, ну что, заправился я в Алдане на какой-то неизвестной мне заправке. Ну, посмотрим, что за бензин. Я не думаю, что здесь репутацию будут портить в этом, где и так народу немного в этом месте. Сейчас нужно найти какую-нибудь кафешку, что ли. Может быть, перекусить что-нибудь. Кстати, интернет появился. В интернете нужно что-нибудь отметить, посмотреть. Алдан. Это Алданский щит. Есть такое геологическое понятие. Геологическая область. Вот это, наверное, центр этого Алданского щита. Так, какая кухня тут? Узбекская кухня. Ну, здесь закрыто с 9 часов. Шиномонтаж. Гостиница есть. Дальше он продолжается вроде, этот населенный пункт. Но он может внезапно тут закончиться, конечно. Или вернее уйти куда-нибудь в бок, то есть это придется в трассу уезжать. Здесь я ничего не вижу больше, кроме шиномонтажа, кофе с собой. Что за 24 часа. Вот, может, кофе сейчас попью здесь. Клопик мой пыльненький, конечно. Пыльненький. Ну что, теперь у меня подстаканник вот этот вот, который тут встроенный. Начинает пригождаться. Вот он. Выдвигается здесь. Я в него ставлю стакан кофе. Но, честно говоря, мне эта приблуда нафиг не нужна. Решила поесть в узбекской кухне. Может, какого-нибудь борща или что тут есть.
Здесь хорошо интернет есть, можно посмотреть, что в мире делается. Хотя надо ли оно мне знать-то сейчас?